Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Так, мы подождем, включились мы или нет, сейчас проверим. Все, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 11 октября 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. 16 часов по Берлину, 17 часов ровно по Джохару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сегодняшний свой стрим я назвал «НАТО дрожит, Россия и Иран вступают в войну». Но это не точно. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Напоминаю всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментариев, не ставьте лайков и никакой информации, которая вас может идентифицировать. Все остальные, прошу вас, усиленно, активно помогайте нам развивать наш ресурс и доносить до людей правду. Ва алейкум ассалам, Чернев. Так, салам, это салам. Так, перед тем, как начать свой стрим, я, как обычно, хотел бы рассказать о сводках с зоны боевых действий, с территории войны. На 11 октября 2024 года за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1140 русских террористов, 8 уничтожено танков, 35 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, 4 РСЗО, сбит 1 вертолет, с чем я отдельно всех поздравляю, сбито 70 БПЛА, 84 автомобильной техники и цистерн уничтожено и 10 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Поздравляю, друзья, всех вас с этой сводкой. Конечно, это большая трагедия. Конечно, это горе. И гибнут не только оккупанты, но гибнут и украинцы. Но такова вот жизнь наша. Мы живем в таком искривленном мире, где убийство, где война – это инструменты политики. Нынешняя Россия, да и не только нынешняя, всю свою историю Россия такая была и остается. Империя зла, империя лжи, империя цинизма, обмана, ну и всего-всего плохого, что может быть. Маршал Гуль Карфаген. Аслан, прокомментирую высказывание Кадырова насчет крови Ингуши. Так. Алейкум салам. Так, Хуйгар Салам Хацевицон. У тебя Чечня, ник стоит оккупационный, этот флаг стоит оккупационный. Салам тебе с Израилем. Салам, Амиров, салам. Так. Прокомментирую высказывание Кадырова. Беслан Кантаев. Ну а что там комментировать? Что здесь все подхватили? Рамзан Кадыров сказал, что там кто-то грозился его убить, и если это будет доказано, то он объявляет кровную месть. Ну, во-первых, кровную месть так не объявляют. Во-вторых, он там сказал, если будет доказано, что-то там нужно доказать, что они готовили на него покушение. Поэтому еще это не объявление кровной мести. Но для заголовков, для вот сейчас я только что перед началом своего стрима смотрел, какие заголовки украинские СМИ выкладывают. Чечня восстала, Кадыров против Путина, там третье, десятое. Такое впечатление, что некоторые в Украине хотят не победить Россию, а отвлечь, дать повод фашистам, которые пришли их убивать, дать повод им отвлечься на что-то другое и снова утопить чеченский народ в крови. Ну, спасибо, я скажу, спасибо, дякую, как говорится, мать вашу, дякую. Ну что же,
Очень благодарность, она по-другому и не могла быть, но за все это время украинские средства массовой пропаганды, которые вещают в угоду России на протяжении вот этих 2,5 лет уже широкомасштабного вторжения и на протяжении более 10 лет, их до сих пор не вычищают, они рассказывают, как они борются с Россией, и за это им можно еще гасить чеченцев, так сказать, отвлекая внимание от Украины на чеченцев, на чеченский народ. Ну, дякую. Дякую, еще раз дякую. Дякую всем украинцам, которые молчат, видя это. Дякую всем украинцам за то, что столько мы говорим об этом. И никто не возмущается, никто не возражает, что там разные там пропагандисты экзотические сидят, там рассказывают. Ну, дякую, что сказать. Большое вам дякую, да, чисто русское дякую вам, Дион. Всем молодцы. Молодцы, так держать, Дион, так держать. Давайте утопим чеченцев в крови. В новой войне вместе пойдете с братьями русскими топить чеченцев в крови. Ведь этого же хотели, вы же именно этого добивались, когда в первый раз топили, второй раз топили. Давайте в третий раз утопим всех чеченцев в крови. Дякую вам, Украина. Спасибо всем украинцам, кто молчит. Спасибо, кто держит, как белорусские партизаны, язык за зубами и ни слова не говорит в поддержку чеченцев. Спасибо вам, да, вот на эту свою проститутчью политику, которую ведут ваши пропагандисты. Спасибо вам всем, Дион. Молодцы. Так держать, Дион. Такой же будет и ответ, Дион. Обещаю. Валейкум ассалам, ассалам алейкум, Вена. Гуноевский, валейкум салам. Распространяет информацию, там, ну, короче, натравливает. А Путину, России, чтобы вы понимали, нужно сейчас, понимая, что они проиграли войну в Украине, сейчас Путину нужно, ФСБ, нужно отвлечь внимание, и нужен новый проект. Потому что Путин и вообще ФСБ, они живут только в войне. Они могут существовать за счет войны. У власти находиться, обогащаться и все остальное. И сейчас мы видим, прямо уже давно это, и украинские пропагандисты этому способствуют, понимаете? Украинские пропагандисты 10 лет зазывали туда русских вот этих оккупантов. СБУ, часть СБУ, мы не будем говорить за всех, я надеюсь, там какие-то люди порядочные остались, которые за свою страну, а не за Россию и не за ФСБ. На протяжении 2,5 лет врали по этому интернету. Какие-то Фейгины, Гордоны, какие-то там Арестовичи сидели, нам сказки рассказывали. И в итоге там ленд-лиз им не нужен, это не нужно, там Россию мы сейчас победим быстренько, без всяких там ленд-лизов и так далее. Но теперь уже откровенно начали помогать. И это нужно, российской стороне это тоже нужно. Российской стороне. Российские пропагандисты с российской стороны, то есть не с украинской, а которые с российской, в том числе чеченоговорящие, тоже подхватили эту тему. И это сейчас уже так идет, в клинч заходит, такая, ну, откровенная такая идет пропаганда против чеченцев, что вот там чеченцы сейчас восстают, сейчас они поднимутся, сейчас там будет там что-то, потом выведут этих головорезов, их куда-то нужно выводить, поведут их в Чечню, ну и будут под шумок там Кадырова мочить, ну, короче говоря, план КГБ осуществляется, и мы все наблюдаем, нам всем рассказывают, конечно, да главное где угодно, главное, чтобы с Украины война ушла и так далее, ну давайте туда. Но дело в том, что она и так уйдет с Украины. И Украина и так победила. Только она на поле боя победила. А в тылу информационном она проигрывает. Я вас уведомляю об этом. Она проигрывает. Проигрывает, потому что все те, кто служит России, Патрушеву, Путину, ФСБ, эти люди находятся сейчас в Украине. И они уже заслуженные люди, там разные там...
экзотические пропагандисты, там, Бутусовы, Геращенки, и все эти люди на свободе, их никто не привлекает. Ну и Невзоров там проживает, тоже гражданин, кстати говоря, Украины. Ну, как-то так, друзья, как-то так. Спасибо еще раз, дякую. За спасибо, что молчите, дорогие украинцы. Спасибо, что меня смотрите, пишите мне лайки, ставите там комментарии и молчите. Молчите и не говорите ни слова, хотя вы видите, что происходит. Россия будет выводить свои войска из Украины и будет эти войска заводить, чтобы так, ну, внутри будет конфликт. Сейчас, что русские говорят, что в Москве, ну, имперцы, в Москве готовится Майдан, что после поражения в Украине, подразумевается, что подразумевают, что после поражения Украины будет много недовольных людей, которые потеряли людей, родственников, здоровье на этой войне. Они будут возвращаться и будут что-то требовать. И главные вот эти горячие головы, самые отмороженные, которые там есть, их нужно куда-то перенаправить. Для этого уже создана русская община. Это было в конце 80-х, начале 90-х. Точно так же. И потом это было ближе к началу 2000-х, когда русские нацисты, банды каких-то сумасшедших там отморозков, там 15, 16, 20 лет, ну, убивали подряд просто людей, просто массово людей вырезали. Это серьезно, это было массово. Там каждый день там десятки таджиков, узбеков, там разных там гастарбайтеров, иностранцев, чеченцев, кого только получалось, убивали. Как свора саранчи такая налетала, там они сами видосики снимали, выкладывали в YouTube. И прям вот ножами тыкали людей упавших, там добивали. Ну, просто зверье самое настоящее. Вот это зверье сейчас заново готовится, потому что, как говорят русские имперцы, что будет Майдан, что Запад готовит Майдан, там 3-10. И вот теперь создается, вот с одной стороны русская община будет, с другой стороны будет Кадыров, который, конечно же, ни против кого не восстал, там, никому он кровную месть не объявлял. Он объявил, что да, если это подтвердится, то он тогда объявляет эту кровную месть. Ну, в таком случае нам не нужно сомневаться, что и на чиновника, на гауляйтера российского, если пытались совершить покушение, то есть закон в России, этот преследуется и так в любом случае. Поэтому, о боже мой, там Кадыров сказал. Кадыров каждый день убивал людей, сам лично пытал, избивал, мучил, сам лично, ему это нравится. Это такой садист патологический. И вот сейчас он об этом заявляет, там 3-е, там 10-е, на самом деле ничего этого нет. Нету этого, я этого не вижу, понимаете? Я вижу, что старая советская номенклатура, которая окопалась в Украине, в Европе, там, в России, вот эта советская номенклатура хочет сместить вот этого Кадырова и прийти во власть туда. Да, это возможно. Этому они готовятся, об этом мы говорим. Но что Кадыров восстанет против Москвы, против Путина, ну, сказки, ложь абсолютно. Так, давайте дальше. Почему поддерживаете Трампа? Вы гражданин США или поклонник? Я поддерживаю Трампа, потому что у меня есть надежда, всего лишь надежда, что именно Трамп будет тот человек, который признает Чеченскую республику Ичкерия оккупированной, а преступления, совершенные против нас, геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Именно поэтому я поддерживаю Трампа. Чисто из-за своих чеченских личных интересов. Понятно? Еще вопросы есть? Я не гражданин Америки. Я гражданин Чеченской республики Ичкерия. Ну, с удовольствием я получил бы паспорт Соединенных Штатов Америки. С удовольствием. Это
Единственный паспорт, который я мечтаю получить. Ну, навряд ли он мне светит. Ну, все же. Так. Вся система КГБ – это религия дьявола. Эта система делает все, покупает даже должности, привилегии. Это от дьявола наглядный пример. И мы все видим, как куриц на эту религию, но их время уходит. Дай Бог это, дай Бог. Дай Бог. Так. Алейкум салам, Алаш. Юзернейм, алейкум салам. Так, что война в Украине завершится в этом году на условиях Путина. Ну, отлично, Беслан. Ко мне какие вопросы? Аптел Аудинов сказал, что война закончится в Украине в этом году на условиях Путина. Супер просто. Ко мне, меня как-то похоже зовут, или как, почему ты ко мне этот вопрос задаешь? Кто такой вообще Аптел Аудинов? Что он провидец, Ванга, он что-то знает, Гордон тоже говорит, что в этом году закончится. Может, они два брата? Кстати, очень похожи. Так, ассаламу алейкум, санохчи бусал ваша валейк салам, гламур машвоэль. Так, хуэдара чубехкан нах чубехкан хижа, потом на волю. Ну, на волю, Абубакар, это немножко... Я комментарии читаю в ТикТок, и в YouTube у меня идет стрим. Поэтому я читаю и тут, и там. Это не сегодня началось, то, что они зэков выпускают, для того, чтобы они там искупили долг перед Родиной кровью, там все такое и так далее. Кстати говоря, Кадыров, это очень хороший вопрос, ты затронул тему. Вот нужно об этом говорить, а не про то, что какой-то преступник российский, убийца Кадыров объявляет другим коррупционерам, бандитам, террористам, других там нет. Керимовой, там, Меримовой, вся вот эта шушера, это вся КГБшная банда. Все они представляют из себя ровным счетом. Они друг друга всех поубивают или по часть поубивают. Ничего для мира они не дают, ничего хорошего они не дают. Ну, если только там плохое, обворовывают своих бабушек, дедушек и пенсионеров, ветеранов войны, которых они так любят чествовать и так далее. Но нужно, главное, что Рамзан Кадыров сказал, на что нужно нам обратить внимание, что он сказал, будут создаваться штрафные батальоны. Эту новость почему-то упустили. Самую важную новость, что давайте всех, кто там имеет какие-то правонарушения, каждый знает, участковый, ментам он своим этим говорит, что каждый знает, кто есть из таких товарищей, будем их подготавливать и отправлять на войну. Вот Кадыров создает штрафные батальоны открыто. Это уже давно идет, эта процедура, она скрытно велась. Теперь это уже открыто, публично заявляется, что все люди, кто там где-то как-то попал там без страховки, выехал на машине, где-то тонировка у тебя на машине, там, ну, любое правонарушение, тебя будут зачислять штрафбаты. Это именно то, для чего Путин приезжал тогда. Помните, он перед школе, там вот этими беслановскими детьми убитыми, им же самим вставал на колени, как только украинская армия освободила Курск. Вот с тех пор они готовились к этому. Сейчас у них уже, видимо, есть поэтап. Ну, если уже озвучил, то уже работа в этом смысле уже идет полным ходом. Это говорит о том, что из чеченцев будут массово собираться штрафные батальоны, и им придется искупать кровью и забрасывать их в самое пекло.
И это тем украинским пропагандистам, которые все это время способствовали этому всему, тоже отдельная благодарность. Это ваша заслуга. Вот эти «Хочу жить» программа украинская, да, которым сдаются люди, а потом они либо за деньги, либо еще по каким-то там вещам обменивают на других. Обратите внимание, те, кто занимаются обменами, у них репы уже в телевизор не помещаются, а одежда всегда новенькая, чистенькая, опрятненькая. Откуда же деньги берутся? Во время войны, во время этого. А я знаю, откуда берутся. Это такой известный русский бизнес, как мы теперь уже знаем, чеченцы. Это обмен пленными, обмен заложниками, продажа заложников, ну и так далее, продажа военнопленных. Это все чисто русские методы. И если бы «Хочу жить» программа, другие разные представители в Украине были бы зачищены от КГБ, от СБУ, КГБ УССР, то тогда бы этого не произошло. А теперь будут набираться новые люди, и будут они драться, потому что у них другого выбора нет. Либо они будут расстреляны, их семьи, их братья, их отцы будут отправлены на фронт, либо им самим нужно идти на этот фронт. Весь мир, в том числе Украина, делала все возможное, чтобы чеченцев оставили с этим людоедом, медведем-людоедом в одной клетке. И теперь, когда уже всех загнали в эту клетку, люди уже вынуждены идти на эту службу, как киргиз Мусиханов пытался избежать службы, служить России, воевать за Россию. Уехал из Чечни в Москву, чтобы не идти от ахматовских вот этих бандформирований вот в эту, чтобы себя хотя бы так не запачкать, хотя бы этим себя не опорочить. А его Украина взяла и вернула. Все, теперь он штурмует, воюет, и я вас уверяю, этот человек, зная, как подло с ним поступила Украина, как подло с ним поступили а-ля ичкерийцы в лице Закаева и Джамбетова, он будет уже никому не верить и драться. Драться, как только мы умеем драться. Вот так он будет драться. От безысходности. Вот на весь мир наплевав. Понимая, что только вот погибнув, его родители, его родственники могут остаться в безопасности. Вот что делает украинская пропаганда на протяжении 2,5 лет. Хотя я лично не давал ни разу повода ей так себя вести, этой украинской пропаганде. Наоборот, всячески пытался объяснять, поддерживать, что-то доказывать. А вот эта вся рать пророссийская, абсолютно пророссийская, абсолютно. Да, конечно же, если она была бы откровенно пророссийская, мы бы все сразу увидели бы, что она откровенно пророссийская. Но они притворяются, что они делают полезное дело, они самые Бутусов. Это такой классический такой пророссийский деятель, внедренный, на мой взгляд. Я особо за ним не слежу, но вот вижу по его действиям и к чему приходит. Как он Нужина, Евгения Нужина, помните, из ЧВК «Вагнер», да, из банды «Вагнер», который сидел на зоне и решил стать за Украину. Не просто сбежать, как киргиз Мусиханов, перейти на сторону и попробовать. Хотя, может, киргиз бы тоже воевал бы за Украину. Но киргиз пытался, я так думаю, сбежать за границу, уехать. А Нужин, Евгений Нужин, он хотел за Украину, как русский, как чувствующий себя виноватым перед украинским народом. Перешел на сторону, его Бутусов и другие известные лица раскрутили максимально. А потом мы его увидели привязанного скотчем головой к шлакоблоку и замахнувшейся кувалдой над его головой. Вот что мы увидели. И как вы думаете, после этого ЧВК «Вагнер» захочет переходить на сторону Украины? Не захочет. Не захочет. Ни чеченцы не захотят переходить, ни ЧВК «Вагнер» не захочет переходить. Так какого черта вы создали вот эту программу «Хочу жить»? Зачем вы нас обманывали? Зачем вы меня, украинцы, меня вы обманывали? Я распространял вашу вот эту ложную, обманную, ФСБшную, КГБшную вот эту программу для того, чтобы людей завлекать. Так мне же верят люди. Понимаете, в отличие от вас я не вру. В отличие от вас я независим.
И я звал этих людей, я призывал, и русских призывал, и чеченцев призывал, чтобы они переходили на вашу сторону. А вы такую подлость сделали. Вот ну просто грандиозную, только КГБ могла это сделать. Это нужно вычищать. И пока не будет оттуда все это вычищено, все не понесут ответственность, и в том числе за Евгения Нужина, которого передали. Грош цена, грош всему, что делаете. А теперь как бы нам рассказывают, что мы сейчас будем отвлекать внимание от Украины. Мы же должны так, наверное, какого-нибудь украинский патриот скажет: вы что делаете, ребят, чеченцы же за нас воюют, вы что несете чушь? А ему объясняют: ты что, не понимаешь, да это чурки там, оставь их в покое. Мы украинцы, нам нужно выстоять, нам нужно вот, чтобы у них там бардак начался, и от нас они отключились, с нас они переключились. Так ведь ровно все наоборот будет, понимаете? Уже победили украинцы. Сейчас украинцам нужно диктовать свои условия. Нужно говорить, что ФСБ задержали пограничников, а не 3 кадыровцев, россиян чеченской национальности. Там разные они, кадыровцы, может, ненавидят лютой ненавистью. Нет, вот в таком вот положении мы находимся. Мы, думаете, это не видим? Видим. Мы говорим об этом. Но почему-то 0 эмоций. Про Ахмед Закаева говорили. Миллион раз говорили. Писал, говорил, распространял. Не только я один. Допустим, мне одному верить не обязательно. Аяд Эдигов говорил, наш президиум говорил, воззвание есть, еще с 2009 года. Но есть же в Украине специалисты, кто в этом разбирается. Но сколько денег вложено в Ахмеда Закаева, что поддержал его чеченский народ. А ведь как рассказывали, Ахмед Закаев приедет в Украину, 300 тысяч чеченцев, Закаев там нам сказки рассказывал, как обычно, что вот 300 тысяч чеченцев здесь в Европе, все 300 тысяч выстроятся за Ахмед Закаевым, и все, и вот будет то, что будет. Что произошло? 0 произошло, 0. Не стал никто за Закаева. Понимаете? Потому что Закаева, в отличие от украинских пропагандистов, очень хорошо в чеченском обществе их знают. И никто за ними не пойдет. И мы это говорили. Но вам нужно было обмануть украинское общество, а КГБшным агентам нужно было завлечь Закаева, потому что вдруг туда пришли бы настоящие чеченцы. Понимаете? Настоящая чеченская власть в лице президиума, правительства и так далее. Нет, вас это устроило. Вот кто будет отвечать за эти годы, месяцы погибших людей, за то, что с мертвой точки ничего не сдвигается, почему прорыва нет, почему нет идеи. Какая идея? Чем движется сейчас ситуация? Освободить свою землю и все? А там ведь империя. С той стороны есть идея. Хоть они ее скрывают, маскируют ее. Там есть мощная, жесткая идея. У украинцев она тоже есть, национально-освободительная борьба. Только почему-то о ней вообще не говорят. О чем угодно говорят. О чем бред какой-то несут, чушь. Часами заливают там пропагандистскую. А идею, как такую настоящую идею, национально-освободительная борьба, где объединяет антиимперская борьба, где объединяют все народы, 3-е, 10-е, она показывает чушь какую-то. Нам показывают, какая деколонизация идет, там сейчас Дагестан нужно признать независимым, другой, 3-й нужно признать. Я не против. Все республики имеют право в фашистской России выйти. Я нисколько не против. Но нужно спросить, наверное, народы, какая-то процедура должна быть, чтобы это пшиком не было. А готовится пшик. Готовится специально, чтобы потом это было обсуждено на том уровне, что ну это же нелегально. Смотрите, это смешно. 2-3 человека приехали, они говорят, давайте объявлять Дагестан. И объявляем Дагестан независимым. Ну зачем это делается? Можно сказать, по ошибке делается, там, безграмотные люди, там, 3-е, 10-е. Ну, во-первых, я не верю, что столько безграмотных людей в Украине, непрофессионалов в своем деле. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, это делается наоборот, сознанием дела специально, таким вот образом. Вот вчерашний этот пример, Кадыров там сказал, я там объявляю кровную месть. Если там что-то там докажется, 3-е, 10-е.
Но никто не говорит, во все расписали, кровную месть объявил, кровную месть объявил. Да пошли вы все к чертовой матери, я вам скажу. Понимаете? Каким-то двум КГБшникам, и один КГБшник объявил кровную месть. Да пусть они все друг друга там перережут. Они и так систематически друг друга там перерезают. Взрывают, травят, там, отжимают и так далее. Но никто не говорит о том, что Кадыров создает штрафбаты из чеченцев, которые где-то провинились. Там тонировка на машине была, страховки не было, где-то там подрался, еще что-то сделал. Вот за это почему-то никто не говорит. Зато везде, что вот, сейчас Рамзан восстал он против... Как же он восстал, если он всех на войну забирает? Как же он восстал? Он что, за чеченцев, что ли, воюет? Нет, конечно. Мы что, граничим с Украиной, Ичкерия наша? Нет. Но что у нас Украина часть отжала? Или Крым это исконно чеченская земля? Или мы так на нее претендуем? Нет, вроде бы. А почему тогда рассказывают нам, что Рамзан Кадыров, который набирает сейчас штрафбаты, каких-то там КГБшников, коррупционеров, миллиардеров там грозится замочить. И все об этом говорят. Да пошли вы все к черту. Все до единого, блядь. Надоели вы своим этим бредом. Ну, давайте, почитаю ваши комментарии, друзья. Так, я смотрю, здесь опять эти всякие деятели. Давайте я вам чуть-чуть ограничу, потому что вы тут столько чепухи пишете. Все, кто представляет фашистскую Российскую Федерацию и сторонники фашистской Российской Федерации, меня это представители религии дьявола, овечьей шкуры. Абсолютно, Эд, абсолютно. Российская Федерация это сатанистская страна. То, что она сатанистская, очень легко доказывается. Самый большой кровавый убийца их и всех других народов у них в качестве фараона лежит в пирамиде на Красной площади. Самый большой убийца. У них религия это поклонение вот этому сатане. И вся система, которую выстроил Ленин, Сталин, КГБ, НКВД, там, ЧК, ВЧК, вот это все система сатанистов, самая настоящая. И Джохар Дудаев очень правильно дал тогда им оценку. Самые настоящие сатанисты. Они создали новую религию. Они не боролись вообще против религии. Они боролись против известных нам религий, но одновременно создавали новую религию. Это вот их коммунизм, социализм или чекизм, я не знаю, как у них это называется, но чтобы было всем понятно, по-простому это называется сатанизм, самый настоящий. Поклоняются сатане. Так. Салам с Грузии, салам Георгий, салам Грузия.
Был бы Кавказ не здесь, они бы первые были бы, кто хотел бы его подмять по себе. Ты о ком? Так. А как тебе русская община во главе с Бастрыкиным? Алейк салам. Почему ты чеченец написал неправильно? Чеченец написал, а? Ты не чеченец, что ли? А? Так, друзья, давайте я хотел один текст зачитать, который написан Аядом Идиговым. Я его читал, и внесены изменения. Это очень важный документ о правовой стороне Чеченской Республики Ичкерия. Давайте об этом я сейчас его зачитаю, чтобы потом можно было ссылаться. Это 100% документально подтвержденные факты вот в этом тексте. И все доказано и проверяемо. Итак, Аяд Идигов, ельцинская, берите себе столько суверенитета, сколько сможете проглотить, имперская пропаганда. Это заявление председателя Верховного Совета РСФСР Ельцин сделал 6 августа 1990 года в Уфе по прошествии 4 месяцев, когда в апреле 1990 года Верховный Совет СССР принял 3 закона, которые уравняли статус всех 20 автономных республик СССР со статусом 15 союзных республик СССР. Заявление Ельцина в Уфе было направлено против идеи президента СССР Горбачева и его идеи по изменению системы власти в стране, перестройка, гласность и демократия. На этой основе верховная власть Советского Союза уравняла статус всех республик страны. Планировалось проведение референдума о сохранении единства территории СССР и подписании 20 августа 1991 года всеми равными республиками договора об образовании нового Союза Советских суверенных республик. Будущему новому договору и 3 апрельским законам СССР власть Верховного Совета РСФСР во главе с Борисом Ельциным противопоставила Декларацию Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1990 года, которая не признавала уравнивания статуса автономных республик с союзными республиками СССР, каковой была и сама Республика РСФСР. Стало понятно, что власть Советской империи запредельно расшатывается. В такой ситуации чеченский народ проводит Общенациональный съезд чеченского народа с 23 по 25 ноября 1990 года, который принял декларацию о создании своего суверенного и независимого государства. Это был традиционный референдум чеченского народа. Почти все новые республики и их народы, получившие статус союзных республик в рамках 3 апрельских законов СССР, стали подвергаться давлению со стороны существующих имперских сил СССР, препятствуя реализации горбачевских нововведений. В числе тех, кто не поддавался давлению, был и чеченский народ. 27 октября 1991 года в Чеченской Республике прошли выборы новой власти, президента и парламента под международным наблюдением из 32 стран мира. Была принята и вся атрибутика суверенного государства. Власть СССР не препятствовала тому, понимая, что выход из состава страны для любой территории и республик с точки зрения международного права невозможен без согласия власти страны.
В том же 1991 году президент СССР Горбачев признал 3 Балтийские республики – Литва, Латвия и Эстония – независимыми государствами. В эту ситуацию вмешались имперцы из ближайшего окружения самого президента Горбачева, которые в его отсутствие в Москве устроили путч. ГКЧП 18 августа по 21 августа 1991 года. И в итоге сорвали подписание нового союзного договора. Однако в конце второго дня путча стало очевидно, что его не поддерживает восставший народ, и затея ГКЧП оказалась обреченной. И только после этого на сцену вышел отсиживающийся в тени президент Ельцин, выступив на стороне, в кавычках, народа. Ельцин своим указом номер 61 объявил о переподчинении себе всех министерств СССР. Вернувшись из заточения в Москву после путча, президент СССР Горбачев не был допущен к власти. И ему в этом препятствовал президент РСФСР Борис Ельцин, стремившийся возглавить СССР, хотя с юридической точки зрения он не имел на это права. 12 декабря 1991 года стало известно, что СССР развалили, и президент Ельцин был инициатором этого события под лозунгом «разойтись, чтобы затем сойтись», с тайным планом возвращения под свою власть всех территорий бывшего СССР. Важно отметить, что с момента исчезновения СССР вместе с ним исчезло и его законодательство. И вся территория бывшей империи оказалась в международном правовом поле. Бывшие 32 союзные республики из СССР получили возможность создания своих суверенных государств в одностороннем порядке. Имперские силы, коммунистические руководители бывших республик СССР незаконно все еще оставались во власти почти во всех республиках. Еще раз. Имперские силы, коммунистические руководители бывших республик СССР незаконно все еще оставались во власти почти во всех республиках. То есть и они заключали этот договор. Одни из них от имени народов республик незаконно подписали 31 марта 1992 года с РСФСР так называемый Федеративный договор и создали новую империю, Российскую Федерацию. Подобное произошло почти во всех остальных странах, образовавшихся после развала СССР. Чеченская республика была одна из тех стран, которая не подчинилась беззаконию имперских сил. Чеченский народ избрал легитимную власть в рамках международного права, и наша республика вышла из состава СССР со всей атрибутикой суверенного государства. 12 марта 1992 года, находясь уже в международном правовом поле, парламент Чеченской республики принял конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Президент Ельцин, опираясь на исчезнувшее законодательство после развала СССР, Декларацию Верховного Совета РСФСР от 12 июня 1990 года, организует 31 марта 1992 года незаконное с точки зрения международного права подписание так называемого Федеративного договора с бывшими 15 коммунистическими руководителями бывших национальных автономий из бывшего РСФСР. Игнорируется мнение народов этих уже стран об избрании ими своего пути развития в международном правовом поле. Чеченская республика не участвовала в подписании Ельцинского договора. Отметим, что этот момент не стал для Кремля значимым. И он 12 декабря 1993 года незаконно вписал в свою новую так называемую Конституцию Чеченскую республику как часть своей империи. С этим решением Кремля в Чечении не согласились и переименовали свою страну с 16 января 1994 года на Чеченскую республику Ичкерия.
Российской Федерации, разобравшись с бывшими автономиями из бывшего РСФСР, приступила к декларации своего лозунга «разойтись, чтобы вновь сойтись». В отношении 13 новых независимых государств, образовавшихся после развала Советского Союза, Кремль развернул военную экспансию на постсоветском пространстве, вначале совершив 5 агрессий против чеченского государства. Москва убила более 250 тысяч мирных граждан Чеченской Республики Ичкерия, и после 4 поражений от чеченского народа Кремлю удалось в 5-й агрессии оккупировать территорию чеченского суверенного государства. Власть Российской империи продолжает и сегодня реализацию своего преступного плана против новых государств, образовавшихся после развала бывшего СССР. Кремль, оккупировав территорию Чеченской Республики Ичкерия, захватил и часть территории Грузии, Украины и Молдовы. Против Украины с 24 февраля 2022 года Москва развернула вторую масштабную агрессию, которая продолжается и сегодня. 13 марта 1992 года Чеченская Республика была признана членом ООН Грузии, затем Республикой Кипр, турецкая часть, и Афганистаном. А 18 октября 2022 года Украина, член ООН, признала территорию Чеченской Республики Ичкерия незаконно оккупированной и осудила геноцид чеченского народа со стороны власти Российской Федерации России. Все сказанное выше указывает на подтасовку дат исторических событий властью Российской Федерации при развале Советской империи с целью оправдания своих преступных действий в отношении государств, образовавшихся после исчезновения в 1991 году с политической арены Советского Союза. Кроме этого, Москва желает узаконить преступный захват 31 марта 1992 года через так называемый федеративный договор территории 15 национальных республик, стран. Ельцинское заявление «берите себе столько суверенитета, сколько сможете проглотить» стал одним из его лозунгов, нацеливающий массы к возврату утерянной империи. И поэтому присутствовала манипуляция в отношении народа в открытом общении 6 августа 1990 года в Уфе, 2 октября 2024 года. Друзья, эта информация исчерпывающе дает юридическую оценку тем событиям, которые происходили в момент развала Советского Союза на территории советской территории. Много с тех пор утекло воды, много информации и пропаганды, лжи вброшено было в отношении чеченского народа. И победителей не судят, есть такое выражение. Россия в 5-й раз, совершив агрессию на глазах всего мирового сообщества, на глазах наших всех соседей, которых следующими ждала та же участь, которые помогали совершать эти преступления против нас, России, через КГБ УССР, КГБ БССР, белорусской, там, грузинской, азербайджанской и так далее, всех других КГБ. Также при помощи арабских стран, также при помощи западного мира, через влияние, через деньги, через коррупцию, через специальные операции России удалось представить всему миру чеченцев не только не имеющим свое государство и незаконно получившие свое государство, избиравшие президента, парламент, хотя присутствовало 32 страны ОБСЕ наблюдателей. Это тоже факт подтверждения нашей независимости, хоть и неофициальный, но косвенно это подтверждает, что эти страны признают Чеченскую Республику Ичкерия. Официальное признание — это открытие посольств, только лишь всего. И несмотря на это, весь мир замолчал, как будто этого не было, как будто их наблюдатели из ОБСЕ не наблюдали, что да, мы какие-то там террористы, исламисты. Мы все знаем, как Россия
превращала чеченское сопротивление, национально-освободительное сопротивление в религиозную войну, из которой никто не выбирался из этой религиозной войны. Она самая нескончаемая и самая непонятная, хотя вроде бы должно казаться ровно наоборот. Все ровно наоборот, что религиозная война, она самая кровавая, вроде бы ради Бога люди воюют, должны быть самыми богопослушными, богобоязненными, а они наоборот самые жестокие бывают, только лишь за то, что этот человек молится не так, как ты молишься, или и так далее, и так далее. Поэтому этот документ четко с фактами, ссылками на законы, на даты, на другие важные исторические события, которые происходили, рассказывает о том, чем и кем является Чеченская Республика Ичкерия. Поэтому все, кто будет ссылаться, особенно это касается молодежи, чеченской молодежи, других экспертов, это переведен у меня и на английском языке есть этот текст, я его рассылал там разным людям, и тоже имейте в виду, и не пользуйтесь российской пропагандой, пользуйтесь проверенными, честными фактами, которые есть, потому что хватит уже, мы уже с этой КГБшной пропаганды уже наелись. Давайте почитаю ваш комментарий и продолжим наше общение. Асан, зачитал коммент, у которого 1000 ошибок, нормальный текст, вопрос не читает. Окей. А где у тебя был? Где у тебя был комментарий? Ну ладно, будет охота, наберешь еще раз. Ассаламу алейкум, ашволь, ва алейкум салам, бамучиры. Дику дал бухастам, шайдек дик ва алейкум салам. Асан, как ты думаешь, можно сравнить и приравнять жизнь оккупированной Ичкерии равно как жизнь в Бухенвальде? Как ты думаешь, если это так всем надо быть осторожны и просто сохраниться? Эд, если исходить из прямой аналогии, то нет, с Бухенвальдом сравнивать все равно это будет некорректно, потому что это концлагерь был, как бы и я бы с удовольствием подтвердил бы эти слова, потому что ну, на грани этого это есть. Но мы говорим здесь объективную реальность. Поэтому в этом смысле я хочу сказать, что на Бухенвальд не похоже. Но есть другие контролирующие рычаги в чеченском обществе. Это привязанность к родственникам, к семье и так далее. И в этом плане ну, мы управляемы. Это наша ахиллесова пята. И русские террористы, и предатели чеченского народа именно успешно пользуются вот этой методикой, оказывается. Но она ахиллесова пята не для всех, но для некоторых, для многих, можно сказать. Поэтому, как в Бухенвальде, я не знаю, как там в Бухенвальде на самом деле было, я просто представляю, что там было, но есть на территории Чеченской Республики места, временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, которые, да, абсолютно ничем не отличаются от Бухенвальда. Весь чеченский народ находится в заложниках у русской бандармии и ФСБ. Кадыров это марионетка, он никто. В прямом смысле слова он ничего не решает, если дело касается ФСБ по Чеченской Республике. Все. Самое главное является сегодня главным управляющим органом в оккупированной Чеченской Республике Ичкерия является террористическая банда УФСБ по Чеченской Республике, так называемая. Эти террористы прославились, уже сменили уже третьего за последние несколько лет, прославились тем, что массово убивают людей, пытают под видом, убивают чеченцев, берут их паспорта и своих ГРУшников отправляют там в Сирию под флагом ИГИЛ. Это все уже известные факты, об этом мы неоднократно говорили. В целом,
некоторые были места, как нам рассказывают, в нацистских застенках, где содержались были гетто для евреев, где там были какие-то даже бары, веселительные такие заведения и так далее. И говорят, смотрите, как жили хорошо евреи при нацистах. У них там был и бар был, где можно было там выпить рюмку, там еще где-то какой-то там зона отдыха была. Ну, все вроде бы так и было, и так далее, и так далее. И вот таким вот образом пытались скрыть свое людоедство. Понимаете? Может быть, был какой-то бар. Может быть, был. Может быть, этот бар был для тех, кто надзирает за этими евреями. Для них он был, потому что, ну, в гетто находиться и тусоваться по кабакам может не каждый себе позволить, скажем, мягко. Да. Поэтому вот приблизительно такая ситуация происходит в Чеченской Республике. И эта ситуация должна быть изменена. Не может быть в некоторых местах Чеченская Республика просто превращена в какой-то, я не знаю, людоедский такой анклав. Очень, очень все печально на самом деле. Но ничего. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чеченцы стали сильнее и будут еще 1000 раз сильнее. Да, Аллах. Ассаламу алейкум. Аслан, как относишься к Дагестану, особенно к аварцам? Считаешь ли Ауховский район чеченской землей? Ва алейкум ассалам, абрек. Я ко всем народам отношусь отлично, тем более к своим соседям. Если они не имперцы, если они не убивали чеченцев, то для меня нет национальности. Аварец, даргинец, там другая, третья национальность. Для меня все они являются нашими кавказскими братьями, мусульманскими братьями. Если они не за то, чтобы маячить еще раз, еще 1000 раз, чтобы было всем понятно, 1000 раз, еще раз буду говорить, что если Чеченская Республика они не признают частью России, не обязательно это публично делать. Мы знаем, что за это можно срок получить. В душе или в личных беседах, если он признает мою страну независимой, так как мы боролись за эту независимость, сражались, гибли, то никаких вопросов у меня нет к этим аварцам, даргинцам, лезгинам, табасаранцам, кому угодно. Отлично ко всем отношусь. Я отношусь даже к русским так же. Так же, как отношусь к аварцам, если они не признают мою страну частью своей страны, и мою страну нас они не убивали. Никаких вопросов у меня ни имперцам, русским у меня нет. Поэтому вот как-то так. Считаю ли я Ауховский район Чеченской Республики? Но мне кажется, этот вопрос очень провокационный, который ты задаешь. Если ты аварец и дагестанец, который задает такой вопрос, то тебе должно быть стыдно. Потому что не я, как считаю, должно быть, а я вас должен спросить, как вы считаете, наша земля признается вами, вашей? Потому что там есть еще люди. Там есть Ставропольский край, там есть вплоть до Махачкалы были чеченские земли, до острова Чечен. Знаете такое? Вот до него были это чеченские земли. Но чеченцев не осталось, их убили просто, физически их не осталось. Нас истребляют из поколения в поколение. Поэтому и Ставропольский край, и другие земли заняты. И мы за них ничего не говорим. Мы знаем, что это исторически это наши земли. Огромное количество территорий земли, которые заняты другими народами на Кавказе, это наши земли. Это исторический факт. Исторический факт. Но сегодня в Ауховском районе есть живые люди, которые не могут заселиться в свои дома. Где жили их отцы, деды, по наследству эта земля им передавалась. Их Сталин обвинил незаконно в том, что они помогали Гитлеру, хотя немцев не было на территории Чечни и Ингушетии. Бомбили, да, может, десант сбрасывали какой-то. А чтобы войска немецкие заходили, этого не было. Но нас обвинили в том, что мы работали на немцев, помогали немцам. Хотя, в отличие от всех, наш процент был меньше всего среди нацистов. Хотя, наверное, это была большая ошибка. Нужно было всем переходить в Германию и быть за Германию. Да? Ну, хотя немцам мы были не нужны.
На самом деле, нацистам мы были не нужны. Они не хотели ни с кем с нами иметь дело, потому что они были единственные завоеватели. Они говорили, русские бегут миллионами в их армию. Власовская армия, как известно, состояла не из чеченцев. И было понятно, что немцы сами могут победить. А зачем с кем-то считаться? Это же нацисты. Они же над всеми нациями стоят. Это же фашня. И они сказали, что нам чеченцы не нужны. Поэтому, толку никакого не было. Толку никакого не было. Может быть, и сейчас в этом же направлении может разворачиваться событие. Может, сейчас Турция скажет, нам не интересно, чеченцы служат нам, или же мы их не рассматриваем. Сейчас же Турция на Кавказ пробирается. Но я и Турцию, и турецкую агентуру, которая пытается, я вас всех поздравляю, у вас ничего не получится. Нашей Чеченской Республики у вас не будет. Вы, красивые граждане, будете проживать, но власть турецкой над чеченским народом не будет. Я вас всех поздравляю с этим. Нам одну империю менять на другую империю, которая ничем не лучше в имперском плане, тоже никакого смысла мы не видим. Мы будем иметь прямые отношения с США, с Западом и будем субъектом международного права, к чему мы стремимся, чего мы заслуживаем, а не быть каким-то бесплатным предложением Турции, России и так далее, и так далее. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу по поводу Аугавского района и так далее, вам должно быть стыдно такой вопрос задавать. Вы все должны должны были бы говорить, да, конечно, приходить к этим людям, кто проживает из ваших сородичей, прийти и сказать, ребят, здесь жили чеченцы, давайте мы скинемся, деньги, правительство Дагестана соберет деньги, им другое жилье приобретет, переселит, третье, десятое и так далее. К сожалению, это не делается, ничего, ничего. Всему свое время, как говорится. Валдели саламашал хуйль асамбек тута машоль. Саламашлу Масарга, компания ЮКОС, лице Ходорковского должна платить репарации Ичкерии. Асамбек, знаешь, что меня удивляет больше всего? Навальнята, да, Мария Певчих, например, сделала, не она, Христо Грозев, сделали большое расследование, напали не только на Волкова, оказывается, напали еще на одну женщину, потом еще на ее мужа, тоже из навальнистов, на них напали. Волкова избили, хотели закинуть машину на катер и перевести в Россию при помощи, конечно же, ФСБ, все, фактически все раскрыто. Человек, который, по-моему, на Волкова, да, по-моему, если я не ошибаюсь, покушавшийся или организовывавший это, он уже задержан, в Польше сидит. Выдуманного ничего там нет. Фактически все разложено. Но меня что удивляет? Все говорят, возмущаются, мог Невзлин это сделать, не мог, Ходорковский связан с Невзлиным или не связан с Невзлиным. И все продолжают работать. Все продолжают получать эти бабки от Ходорковского, от ФСБ точнее, которые финансируются. Ходорковский судится с Путиным, якобы Общаковый ЮКОС, который ему не принадлежал КГБ, он с ним судится, потому что босс тогда этого на задание на 10 лет посадили в тюрьму. Нужно было, видимо, вот для этой цели внедрить сюда в Европу, как бедного пострадавшего от режима репрессивного, КГБшно-путинского и так далее. И забирает деньги, якобы Россия должна, и финансирует свою агентуру. Классный такой, хорошо продуманный такой ход, далеко идущий, чисто как КГБ любит. Все нормально. Но меня удивляет, после вот этого расследования все продолжают, как будто ничего не было. Никто не говорит, что Невзлин связан был с ФСБ и через ФСБ хотел вывести Волкова в Россию. Это морально был бы психологически мощный удар по всей вот этой оппозиции российской, которая и так не такая уж очень смелая. А тут вообще бы она получила бы удар под дых, и Ходорята
и не взлинят, они остались бы одни тут. Но тут сказали, ФСБ есть. И самое главное, ну понятно, там, пока следствие идет, там не всех задержат. Ходорковский вообще может по этой статье не идти, там еще что-то может быть. Но есть ведь тогда люди добрые, которые занимаются политикой, заботятся о русском народе, там, борются с Путиным, там, третье, десятое. Так куда вы все делись? Я не могу понять, вам что, это вообще никак не смущает, что Невзлин, Ходорковский связан с ФСБ? Я-то это знал, я об этом писал, говорил и так далее. Для меня это никакой тайны не составляло. Но сейчас-то уже открыто все это уже сказано, что связано, а как иначе? Как, они по-другому и быть не могло. Но вот это все видит, и никто ничего там рассказывает что угодно, что там Невзлин сошел с ума, это не может быть, там, что там треть десят. Но никто не говорит про ФСБ. А знаете почему? Потому что они все связаны с ФСБ. Понимаете? Про ФСБ говорить им нельзя. Они все связаны. Вот эта вся вот путинская, вот антипутинская так называемая оппозиция, которая здесь, вся, конечно, мы не можем сказать, абсолютно убежден, по крайней мере, верю, хочется в это сильно верить, что есть независимые настоящие борцы, остальные все связаны с КГБ, ФСБ, и все нормально, отлично все, просто гениально. Вот что происходит с Ходорковским и Невзлятами. Так, давайте посмотрим, что у нас тут было. Хороший русский приготовить, платить репарации Ичкерии. Да, Собяк? Бухенвальд был курортом по сравнению с тем, что делали русские в Ичкерии. Да, совершенно верно. Если исходить из того, что было, а не вот сейчас есть, я так понял вопрос. Да. И сейчас есть вещи, которые в Бухенвальде могут показаться из ряда вон выходящие. Могли бы показаться. Сейчас до сих пор это делается. И пытают, и убивают. Не сейчас так массово, сейчас они это на войну всех отправляют. Но то же самое есть и продолжается. Делер Саламашал, Гуль Георгий, Хауэль Маш. Можешь говорить открыто так. Асан, считаешь ли ты, что землю Ичкерии заселяли другими народами насильно? Ну, что значит албанец насильно? Что значит насильно? Под дулами автомата? Ну, я не думаю, что под дулами автомата нужно кого-то заселять в дома. Потому что я думаю, если там евреи, нагайцы, кто-то другой откажется от чужого имущества. Вот я видео выложил, там почти 500 000 просмотров у меня набрало, там женщина, нагайка, по всей видимости, говорит, что нагайцы не занимали. Я слышал это про евреев, слышал такое же. Они же не чеченцев боялись, правильно? Там говорят, вы там чеченцев боялись, кто-то говорит. Чеченцы уже не должны были вернуться вообще. Они только Бога могли бояться в этом случае. Поэтому, если туда кого-то заселяли, да, по разнарядке, вот, идите, другого не дадим жилья, другого нет, идите туда, все, живите там. Да, такое могло быть. Но вот что значит насильно? Как чеченцев выселяли в Сибирь, Казахстан насильно, этого не было, я в этом уверен. А то, что в очередь стояли, чтобы занять чье-то жилье, или же утащить чью-то корову, или барашка, еще чего-то, ну, в этом я вообще не сомневаюсь. Я знаю историю, случай из жизни, вот чтобы была картина того, что происходило. Чеченцев депортировали, всех, кто был в горах. Америка предоставила любезно студебекеры, как мы знаем, по ленд-лизу. И Россия использовала эти студебекеры, чтобы чеченцев депортировать, уничтожать чеченцев. И когда чеченцы были депортированы, некоторые, кто высоко в горах находился, больные, кто в больницах лежал, кто там, старики, кто постельные были, их убивали на месте.
топили в озерах, убивали, сжигали. Ну, все как русские любят. По-русски имперцы как любят. Все это было. И у нас оставались люди, мужчины, которые не попались вот этой НКВДшникам, вот этим военным, которые депортировали. И они забивались в отряды. И у нас такой остался один из партизан, его звали Хасуха Магомадов, который вечером как-то шел и увидел большой праздник. Лоузер это у чеченцев называется, на Кавказе лоузер. У чеченцев лоузер это когда хлопают, барабан, там гармошка играет, и все пляшут, танцуют. И вот он подошел, спросил, что здесь происходит. И сказал, что вот такие-то собрались и празднуют выселение чеченцев. И вот у них тут такой весь веселый праздник, и так далее, и так далее. Он, не знаю, как точно, ну, как он обычно это делал, омрачил этот веселый праздник. Много осталось там лежать убитых. И вот характерная история, которая не выдумана, я убежден, что это настоящая история, которая передается чеченцами. Мы знаем, что праздновали не то, что, конечно, кого-то насильно заселяли, кого-то, ну, насильно, опять же, понятие растяжимое, насильно. Вот как-то так я это думаю. Как-то так. Аслан, не беспокойся, эти все ходоры, невзоры и им подобные будут осуждены за все преступления. У нас будет свой Моссад. Да, обязательно это должно быть. Конечно, это будет. Этого они и боятся. Поэтому они не хотят нашего государства. Потому что у нас будет своя спецслужба, своя армия. И никто не сможет нас безнаказанно убивать, сжигать в печах, там, на покрышках, как они нас сжигали. Не смогут они это делать. Не смогут. Я бы не смог жить в чужом доме, говорит Асламбек. Ну, Асламбек, тебе такая возможность и не представится. Поздравляю тебя. Если только в твоем доме кто-то будет жить чужой, а нам такое счастье не надо, да. Я лично не признаю дагестанской землей. Нам, дагестанцам, чужое не нужно, но свое не отдадим никому. А ссориться за клочок земли не по-людски. Мы все на этой земле гости. Ну, Абрек, вот очень странно бывает. Ты на меня не обижайся. Конечно, ты очень правильные слова здесь сказал по поводу, там, что это не ваше, там, третье, десятое. И, в принципе, это не вопрос, который мы должны обсуждать, чтобы мы сейчас должны говорить. Но у меня, знаешь, что интересно? Когда вы говорите, там, не отдадим клочок земли никому, не по-людски это, там, ссориться из-за земли, не отдадим никому. Ну, вот это, когда вы такие вещи говорите, у меня возникает такое ощущение, что вы независимое государство. У вас нет, дагестанцы, своей земли, как и у нас ее сейчас нет. Она вся занята врагом, убийцей нашим. У вас нет никакой земли. Вы не можете говорить, я могу отдать, там, ты это пожелать можешь. И все. А я не отдам. Ну, кто тебя спросит? Махачкалу возьмут, к Ставропольскому краю присоединят. Вам вон Васю Мелехова там назначили. Ну, о чем вы? Где митинги, где протесты, где недовольство? Нет уже этого. У вас нет ничего. Вот из этого мы бежали, чеченцы. Мы это осознавали и не хотели находиться с этой Россией. Потому что там у вас нет никакого будущего. Либо ты раб, который идет на войну, которую какой-нибудь сумасшедший там царь придумает. Либо ты чурка второсортная, и никто, и единственный твой социальный лифт — это спорт, где ты там дерешься как гладиатор, как в Древнем Риме за деньги на потеху публики, веселишь людей, получаешь по морде там и так далее. И то из миллиона там один только чемпионом становится. Ну вот и все. Нету у вас земли, дагестанцы, нету. Ни у ингушей нет, ни у нас, чеченцев, ее сейчас нет. Она оккупирована у нас. Вот вопрос интересный.
И сейчас будет вбросы идти, аух наш, аух не наш, потом это, там, потом с ингушами там земля какая-то. С ингушами вообще это комедия просто. Просто смех, который сквозь слезы только можно озвучивать это все, да. Нам сейчас это будет, сейчас нас будут стравливать. А ты как к аварцам относишься? А ты как к дагестанцам? А ты как к ингушам? А ты как к чеченцам? Вот и вот начнется это. Я категорически против этого. Заранее вас предупреждаю всех. Не принимайте участие. Мы всегда найдем общий язык. Единственный, кто будет вот это все вбрасывать, это российские военнослужащие, российские ФСБшники, дагестанской национальности, ингушской, чеченской, третьей, десятой и так далее национальности. Поэтому нам это не нужно. Наша земля вся оккупирована русскими. Нету у нас земли свободной, где мы можем сказать, вот я чеченец, свободный чеченец и живу по своим законам, по своим правилам, которые абсолютно не противоречат международному праву, общечеловеческим ценностям. Наоборот, я думаю, что мы хранители этих общечеловеческих, гуманитарных, гуманистических идей и ценностей. Ну, нам вот рассказывают, что мы враги, мы должны друг друга убивать, мы должны друг с другом драться, мы должны друг на друга там нападать, ссориться и так далее. Ни в коем случае я это не поддерживаю, но исторически, да, наша земля, там есть, Ставрополь есть, там еще есть, еще есть, еще есть, если это разбираться. Но сейчас у нас нет даже людей заселить их, потому что там вырезали всех, мы даже не знаем, где конкретно, хотя историки знают, но это сейчас не та тема. Мир, новый миропорядок, который будет устанавливаться, он определит зоны влияния, зоны территорий, географическое обозначение той или той части. И все, и мы новый мир сейчас создаем. Мир создает новый мир, и мы сейчас активно в этом сейчас принимаем участие, в том числе вот нашими обсуждениями, нашими мнениями, склонением людей на нашу позицию там, и так далее, и так далее. И мы не знаем конкретно, что повлияет на то или иное событие, потому что очень много неизвестного. Очень много неизвестных в этой задаче. Посмотрим, посмотрим. Правильно говоришь, Кавказ оккупирован. У нас, у Кавказа нет никаких прав на нашей земле. Если захочет Кремль, Кадыров заберет у вас Мачкалу. Конечно, Кадыров не заберет, но скажет, теперь это кадыровское скажут. Чеченское это скажут. И Дагестан скажут, о, чеченцы у нас землю забрали, ура! И побегут там на чеченцев. И тогда скажут, а, чеченцы, они на нас нападают. А помните, они нам это, а помните то сделали, а давай. Шук. И все. И Ваня в Москве будет сидеть, руки потирать, ну чурки. Нормально друг друга мочат, короче. Молодцы, так держать. Вот что будет. Вот к чему они нас готовят. Асан, с Турцией можно и нужно сотрудничать на равных. И только. Да, конечно. И к турецкому народу я отношусь с большим уважением. Как к многим народам. Особенно турецкому народу. Но мне абсолютно не нравится турецкая политика, турецкие вот эти, Эрдоган мне не нравится, имперство мне не нравится турецкое, которое претендует на нас. Если Турция так хочет, я готов включить Турцию в состав Ичкерии. Пусть говорят на чеченском языке, пусть развивают наш язык, пусть будет. Но я думаю, с этим они не согласятся. Вот точно так же для нас звучит то, что Турция хочет нам свой язык навязать, что у нас будет там тюркская группа языков, наш нахский язык, уникальный в мире, присоединиться к Турции, а потом Турция нас ассимилирует. Этот язык растворит, их ученые там будут добавлять слова, убирать слова, там еще что-то и так далее. И нет больше чеченского языка, как с многими-многими языками сделала Турецкая империя. Вот, а это меня не устраивает. Только на равных и никак. Над нами только Аллах. Все, над нами больше никого нет. Над любым свободным человеком никого нет, кроме Господа. Все, на этом заканчивается. А мы свободные люди. Хорошие русские переплюнули власовцев, хотя все себе прибрать, выполняя кремлевские нарративы. Да,
Невзлим платит каждому по 50 тысяч за спецоперацию. Да, нормально, Невзлим может позволить. Он не зря он русский народ грабил так долго, может себе позволить. Так, я понял, когда это не мне. На сегодня покажи крупным лицам. Так, после того, как выдали Красика, то для меня Шольца не существует, говорит Яснобек Тутаев. Да, Шольц был, мне кажется, главным человеком, который, говорят, Анна-Лена Бербак была против, а Шольц настаивал, надо. Ну, Красику отдельно выводили на прогулку. В отличие от соседей, евреи вернули все чеченцам. Да? Салам алейкум, слава независимой Ичкерии. Ва алейк салам, Владимир, приветствую вас. Сейчас в ФРФ освободились многие зоны. Их сейчас оборудуют для инвалидов, кто без рук и ног. Или ума лишились. Ну, значит, сажать будут. Будут сажать зэков, вот этих, без ног, без рук, которые там, они же дерзкие. Особенно, когда выпьют, они отмороженные напрочь. И будут совершать разные дела. К сожалению, много дагестанцев гибнет в Украине, чтобы продлить жизнь Путина. К большому сожалению, вот смотрите, дагестанцев довели до нищеты. Да? Я обвиняю всех дагестанцев, кто воевал против нас, всех, до единого, кто принял участие в этой войне. Но давайте посмотрим, как докатилась Республика Дагестан вот до этого состояния. Там была коррупция. Поделены между ФСБшными и ГРУшными кланами вся экономика. Все просто поделено. От богатых, утопающих в роскоши особняков до жалких, хлюпких там домиков. Какие-то там, тяжело было все. И вот дагестанцам, которые являются второсортными или третьесортными в России, в Советском Союзе такими являлись, как мы все кавказцы. И вот им предоставляется возможность, открывается окно служить в армии по контракту. Их набирают, и они уже себя возомнили. А это кто идет в российскую армию? Самое быдло идет. Самое настоящее быдло. Или нет другого социального лифта. Развиваться нужно, ребенка нужно куда-то устроить, чтобы он себя обеспечивал, помогал там семье, родственникам, развивал себя и так далее. Куда идти? В спорт? Не все потянут это мордобитие. Идти в армию? В армию идет, служишь в Чечне, практически безопасно. И вот таким вот образом набиралось огромное количество вот этих военных. И казалось бы, может быть, показаться, что, а ведь это же круто, он уже офицер, там, солдат. А берут и взрывают их дома, их военнослужащих в 99 году. То есть опускают дагестанских военных ниже плинтуса. После этого дагестанские военные и себя ровным счетом, кроме как чмо, представлять не может. После того, как уничтожили его женщин и детей, его военнослужащих коллег, он идет топить чеченцев в крови. Не тех, кто взорвал их женщин, детей, их военных причем, женщин, детей, жен и детей военных, а идет чеченцев топить, бабки зарабатывать. Зарабатывают эти чмошники, зарабатывают, все у них хорошо, там дом построили, уже уважаемые они и так далее, и так далее. Следующая война. И вот теперь надо за все заплатить. Потому что в этой войне не пошло так, как планировалось. И огромное количество погибает людей. Вот что происходит. Вот что происходит, когда ты служишь империи. Своих москвичей, петербуржцев придерживают. Знаете, как в одной из передач, русская передача была, которая рассказывала про Ермолова. Так вот, задача Ермолова, там сообщалось в этой передаче, заключалась в том, когда он набирал горцев в свою вот эту банд-армию царскую,
Его задача была уменьшить количество потерь среди русских. С чем эта горская армия вот этих дикарей, она у предателей успешно справлялась. Вот приблизительно чем занимаются дагестанцы. Дагестанская жизнь, дагестанская кровь стоит меньше, чем русская кровь. Это доказанный факт сегодняшней войной. Правда, экзотические журналисты в Украине, так называемые журналисты, это слишком круто для них, это обычные пропагандисты, украинские экзотические пропагандисты, почему-то нам рассказывают про чеченцев, хотя больше всего воюют, и дагестанцев там воюют. Но почему-то им дана установка, против чеченцев будет сейчас война. Потому что будут делать все возможное, чтобы Чечня не стала свободной. Не стала свободной. Это будет делать фашнявая Россия. Вот как-то так. Гибнут. И очень зря. Зря. Нельзя, даже если вы в критическом, нищем положении находитесь, нельзя идти служить оккупанту. Нельзя служить империи. За это потом приходится платить и вам, и вашим народам. Эта империя вас завоевывает не для того, чтобы вас сделать богатыми, успешными и крутыми. Она делает это, чтобы их люди стали богатыми, успешными, а вы были обслугой этих людей. Чем вы успешно справляетесь. Все правильно, Аслан, ты говоришь. Баркал, албанец. Джохар Дудаев величайший лидер, герой, уважаемый украинцам. Спасибо, Владимир Пименов. Спасибо. Мы, коренные народы Кавказа, между собой разберемся. Главное, без русни. Да, это самая верная установка, албанец. Вот я зачитывал то, что опубликовал Аят Эдигов. У меня это на странице опубликовано. Здесь он прямо указывает на то, что мы, все республики, входящие как в РСФСР, так и в СССР, уравненные в правах, мы имели право после Советского Союза спокойно создавать свои государства. Ну, КГБшники в Дагестане, в Ингушетии, в других республиках, не только кавказских, они заключили с Россией федеративный договор. Они спросили дагестанский народ, они спросили ингушский народ. Не спросили. Это сделано незаконно, поэтому это ничтожно. Вот этот договор, федеративный договор, который Россия подписывала с остальными республиками, странами, этот договор ничтожен, он не имеет юридической силы, потому что те же КГБшники, коммунисты остались у власти, и они вновь воссоздавали свою империю. Поэтому каждый дагестанец, каждый ингуш, любой юридически на законных основаниях имеет право послать всех к чертовой матери. Понимаете? У вас есть все основания, вас незаконно пристегнули к этой фашистской России. Вы имеете право. И вот на этом мы должны основываться. Вот на этом основываемся, разговариваем, дела делаем, общие интересы преследуем, потому что мы кавказская нация. Если же кавказец, он считает себя россиянином, никаких разговоров с ним быть не может. Он россиянин. Он не относится к кавказской нации. Может, этнически, ментально, может, он относится, но политически он русский. Он за Россию. А за империю нас это не устраивает. Даже если родной брат. Как-то так, Лев. Так, давайте почитаем здесь. Так, перемотал я слишком много тут, смотрю, вот. Эрдоган популист, да и только, говорит. Да, Асланбек. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, хаджи. Аслан, брат, а ты сейчас не готовишь ли молодых бойцов на анархию? Просто вот я, русский Максим, тоже не имею своей земли, но имею план по собственному развитию и ее приобретению.
Нет, я не готовлю к анархии, Максим. Причем здесь анархия? Причем здесь анархия? То, что у вас нет русской земли, ну, это немножко неверно. У вас есть она, например, Москва, Вологда, Рязань. Это все земли, на которых уже те народы, которые там жили, уже превращены вот в этом в сплаве котельном, превращены в одну русскую нацию. Это ваша земля, да, вот ваша земля. Но если вы хотите претендовать, например, на Бурятию или Якутию, то это не ваша земля. Там живут свои люди. Хотя тоже вы их очень многих уже истребили, и споили, и много чего с ними сделали. Никакого развития, ничего нет. Ничего у этих народов нет. Все в Москву, в Санкт-Петербург там и так далее. Поэтому, ну, что я могу сказать? Вам нужно свое государство. Кто-то захочет с вами остаться. Я лично против не буду этого. Если кто-то захочет быть с русскими, с Россией, ну, это выбор каждого народа. Каждый имеет право на это. Я возражать, настаивать, нет, вам позор, вы должны стать независимыми. Я это им говорить не буду. Каждый сам для себя решает, что ему нужно. Все остальные, кто не хочет быть с вами, не потому, что вы не хотите из-за своей великодержавной, шовинистической какой-нибудь позиции, что вы великий русский, и там, если Ичкерия отделяется, всех чеченцев из Москвы там депортировать и так далее. Ну, это вот такие вот вбросы бывают. Ну, тогда же можно и русских оттуда депортировать. Вам плевать на своих людей. Это понимаю я. Вы их убивали, бомбили, это все я видел. Но другим народам на своих людей не плевать. Потому что, ну, вот так заведено в мире, да. А так, если кто-то, и вообще, если вы будете чеченцев, которые вам служили, Кадырова, например, депортировать, ну, мы его, допустим, посадим. Ну, таких, не такого большого калибра какого-нибудь. А он зачем он нам нужен? Он ваш россиянин, он вам служил, там, какой-нибудь ваш русский, ну, чеченскими корнями, какой-нибудь там писатель, там, юрист какой-нибудь, философ или еще кто-то там. Он нам не нужен, он ваш, он за вас, он там за якутские алмазы, там, он Руслан Кутаев, ну, это ваш человек, он нам не нужен вообще, мы его вам дарим, ну, куда нам его девать? Вы нам его депортируете, а нам он зачем нужен? Нет, пусть в Москве живет там, или где он там, где, откуда он там родом, пускай туда возвращается, там, корни свои там восстанавливает. Поэтому большая задача, русские, вы это все натворили на самом деле. На протяжении, вот ваше ошибочное заблуждение ваше, то, что вы какая-то империя, которая должна всех учить, уничтожать там и так далее, вот это зло, которое вы несли, оно вот завело нас сегодня в эту ситуацию. Просто вы сегодня нарвались там коса на камень просто. Ну, справились бы с Украиной, вы пошли бы дальше, пока опять на кого-нибудь не нарвались. Сейчас вы нарвались на Украину, и все у вас плохо. А начиналось как, да, как красиво все начиналось. Короче, вот как-то так, если исходить, вам нужно самим, русские, разобраться. Вы кто, русские? Вы политически русские все имперцы? Или есть и русские не имперцы? Ну, вот где эти не имперцы тогда русские? Вот мы их ну, практически не видим. В основном, если ты русский, то ты великий имперец. Все это твое. Зачем тебе это? Для чего тебе? Никто даже не вдается в вот эти размышления. Просто мое все, наше. Мы великие. Он лежит под забором собственной мочи. Где-то там не дошел до дома, упал, устал, великий имперец. И он гордится, что он великий имперец. Хотя ему ноль пользы от этой великой империи. Ну, кроме, если он там мимо какой-нибудь чурка будет проезжать. Он, а ты чурка, я тут великий русский. Вот вся его польза ему. Вот так. У русских вам нужно этим заниматься. И вы пока себя ведете, ну вот, вас представляют хорошие русские. КГБшник Гудков, КГБшник Киселев, КГБшник Савастьянов, КГБшник Ходорковский, КГБшники. Вот вся вот эта гибня у вас.
Ну где русские, нормальные русские есть вот вообще в этой России, которые не КГБшники, свободные, независимые? Ну где эти русские? Где? Где это же должен быть, который переживает? А нету таких. Потому что русские разобщены, русским плевать друг на друга, на других плевать. Это ж правда, обидная, неприятная, но это ж правда. Вы сами это знаете лучше меня. А как вы будете к украинцам относиться или к чеченцам? Ну, соответственно, а как по-другому, если вы друг к другу так относитесь. А кто-то должен, русский, встать и сказать, я за русский народ. А нет этого русского народа. Есть имперская вот эта масса, искусственно созданная русских. И есть русские, которые находятся в этом, и не имперцы. Но он не готов умирать за эту массу имперцев. Он не готов посвятить свою жизнь борьбе, сразиться, погибнуть там, всю свою семью дать, уничтожить за это. Нету таких русских, не появляется. Появляется, ну, мало очень, очень мало. Их еще дискредитируют, перекупают, ну, много чего, методы есть. Я на себе многие испытал, но есть и специально для русских, наверное, методы у КГБ. А на себе я тоже очень многие методы испытал вашей КГБ, как вы стравливаете, как вы там разобщаете, дискредитируете там и так далее, и так далее. Поэтому как-то так, как-то так. Поэтому русские, вам нужно проснуться, очиститься, не какими-то хорошими русскими обозваться, которые не являются хорошими. Если Ходорковский хороший русский, то я не знаю тогда, где эти хорошие русские, если этот убийца, которого его начальник охраны сидит пожизненно. Среди КГБшников это уже были такие беспредельщики, такие в то время, в 90-е. Среди них они даже выделялись своими этими миллиардами, убийствами, семьи Тамбовской, мужа и жену из Тамбова убили. Много чего там было. Это только то, что стало известно следствию. Сколько их направо-налево. До того оборзел Невзлин, сидит в Израиле, управляет здесь в Европе вот этой всей правозащитой, этой политической вот этой всей деятельностью, финансирует все. И кого-то загасить, кого-то убить, кого-то выкрасть. Представьте, такие беспредельщики. Вообще нюх потеряли. Вообще напрочь просто. Но сейчас шутки будут неуместны с этой публикой. Как-то так. Так, валейк салам, Одесс. Валейк салам. Все империи под песок уходят. Киев за 3 дня. Ха-ха-ха. Да, да. Да, в Дагестане пипец условия жизни. Там до сих пор свет отключают. Наркоманы с каждым днем больше и больше. По мне, они полностью стали как русские. Большому сожалению, Алаш, это доводилось до такого состояния. Доводилось до этого состояния. Упорно, упорно доводилось. Они просто боятся бунта в Москве, если оттуда будет набор. Ну, а почему тогда не с Питера набирают, и не с других российских регионов набирают, а набирают у нас. На Кавказе набирают, бурятов набирают, якутов набирают. Нет, они бунта не боятся. Это тоже правда, бунта они боятся. Посмотрим. А что вы все русские руснёй обзываете? Ну, я не русских обзываю, я русню обзываю руснёй. А как по-другому ее называть? Великая Россия, так ее что ли называть? Русня есть русня. Почему вы Чечня говорите, а не Чечения или Чеченская республика Ичкерия? А почему вы говорите Чечня? Я вас буду русня называть, если пока вы мою страну называете Чечней. Так, Аслан, призываю всех и тебя тоже принять участие в розыгрыше лотереи Грин-карты. Да, кстати, это хорошая идея, я тоже присоединяюсь к тебе и
призываю всех принять участие в розыгрыше лотереи Грин-карты. А Самек тут Альфред Кох тоже хороший русский, ага, тоже пособник геноцида. Сидят здесь такие, думают, пронесет их. Не пронесет вас, гибня, вас не пронесет. Вы влипли. Московиты уничтожают языки, культуры, самобытность оккупированных народов, тем самым провозглашая свое искусственно воссозданное величие перед другими народами. Да, Владимир Пименов, совершенно верно. Они не своей силой и не своей конкурентоспособностью добиваются, а тем, что давят других, гасят, грабят их. Вот нас каждые 50 лет грабят под ноль просто. Уничтожают и грабят под ноль просто. Все, нищие должны стать до безобразия, чтобы потом долго в себя приходили. Ну и, конечно, кто-то же себе наше все имущество забирает. Вот каждые 50 лет. Первое поколение, вот они сейчас ограбили. 25 лет молодой человек на руинах разрушенного всего там с человеком становится, взрослеет, женится, заводит себе семью, делает себе ребенка, еще 25 лет. И вот второй сын подрастает, ему папа что-то оставил, там дом, например, сам построил, отдал ему дом, какой-то бизнес, может, какая-то там земля, еда, деньги, что-то там оставляет ему. Потом приходят русские и говорят, так, будем раскулачивать, теперь вы будете... И это, а причем кто приходит? Военные, самое быдло, вот самое-самое дно этого общества, которое кроме дедовщины, насилия, унижения, ничего в этой армии нет. Никакого чувства собственного достоинства. Еще со времен там Николая или со времен там Петра Первого, как были холопы и безвольные рабы в этой армии, вот такие же они и сегодня. Вот они приходят, они, унитаз, а вы удивляетесь, смеетесь, там, унитазы увидели, там, это увидели. Они, когда к нам в дома заезжали, вот в населенные пункты, в деревнях, в селы у нас, село называется, это, на украинский лад. Кстати, я полагаю, что это украинцы, которые у нас там находились, беженцы от Голодомора, вот там очень большое количество было украинцев, которых мы приняли тогда. Это от них, видимо, может, пошло это название с селами, то, что мы называем. Потом по-чеченски это юрт, юрт село, чисто украинское название. Поэтому вот они таким вот образом уничтожают всю историю, культуру и таким образом пытаются утвердиться в наших землях, грабя нас. Они заезжали в населенные пункты и видели не деревянные дома, а кирпичные дома. И вот они с деревень понаехали со всей России. И они удивлялись, искреннее удивление, вот слухи расходились, вот они могли там увидеть дом кирпичный. И говорю, о, ничего себе, как у вас деревня живут. А мы не бухаем просто. Просто, ну, повально не бухаем. Может, кто и бухает, повально не бухаем. Вот и все. Вот и весь секрет. Так, чеченцы, люди чести. Ирланд, Аллах, Казахстан. Я не ошибся, я думаю. Спасибо, Аллах. Ассаламу алейкум, иншаллах, Россия. Мубарахон, Умарова, понятно. Все верно, брат, говоришь. Спасибо, Владимир. Добрый день, я не совсем понимаю, вы защищаете тех, кто напал на Израиль, но они же напали первыми, так как Ирашка напала на Украину. О, какой ты умный, Геннадий, ты так закрутил вопрос, ты меня должен был поймать даже? Класс, ты меня, наверное, поймал. Но дело в том, что Израиль, в отличие от того примера, который ты говоришь, он, как и Украина, защищается. Понимаешь? На Израиль напали, на Украину напали, на Ичкерию напали. Понимаешь? Вот такая вот ситуация. Понял? Как-то так.
Почему я не вижу некоторые комментарии, которые здесь есть? Странно. ТикТок. Добрый вечер, Аслан. Батона из Батуми. Тамаз Вилядзе. Амаджоба Генацуале. Витаю вас, Батуми. Буквально вчера, позавчера смотрел видео. Какое же красивое место, какая же красивая вода у вас там. Просто невероятно. Я обязательно приеду туда, обязательно. Я там буду отдыхать, честное слово. Мне так понравился. Ну, еще вечером с подсветками, так все красиво. Может, по телевизору красивее кажется, чем есть. Но вода была просто неземная. Причем все наше, кавказское, родное, да. Обязательно приеду, Тамас. Обязательно. Вот американский паспорт сейчас получу и приеду, да. Так, мы уже 105 минут в эфире, друзья. Сейчас, подождите, я вам ничего не забыл сказать. Вроде бы. Вроде бы. Скажите, Асан, будь ласка, если кровная месть объявлена, ее можно отменить, не выполнив? Конечно, можно отменить ее, не выполнив, но что вы имеете в виду отменить? Есть примирение сторон. Примирение есть такое. Вообще, кровная месть это такое какое-то простое объяснение всему этому. Это не так, это, что вот я там объявил кровную месть, потом там я захотел. Там идет сбор информации, доказывание, опрос свидетелей, там много-много, ну, целая юридическая процедура идет. И потом уже на выходе там уже принимается решение об объявлении кровной мести. Кровная месть заканчивается, если мать убитого прощает убийцу. Мать убитого прощает убийцу. Заканчивается, если приходят 63 человека, но их принимают, от 63, там их может быть и 630, приходят и просят. Бывает, смерть произошла по неосторожности, смерть там в ДТП, ну разные бывают случаи. Умышленное убийство тоже иногда прощается в силу разных обстоятельств, разные там бывают случаи. Но умышленное убийство отягчающими там последствиями или особой жестокостью, такого я никогда не слышал, что прощалось. Хотя умышленное убийство очень, очень тяжело прощается. Прощается, тоже есть своя процедура. Тоже это четко юридически обозначенная процедура. Если вы имеете в виду то, что сейчас Рамзан Кадыров там каких-то там КГБшных своих коллег там где-то обвинил в чем-то, и они там друг друга убить хотят. Но это он там сказал, он не сказал кровная месть, и вот все, точка. Он сказал, если они смогут доказать мне там что-то там какие-то, привести доказательства, что он там не это имел в виду, может где-то обрывок речи, где-то свидетельские показания каких-нибудь лизоблюдов своих, может быть, из-за этого исходит. Поэтому это всего лишь была фраза. Но это все Рамзан. Он каждый день убивает людей. Каждый день ФСБ убивает на территории моей страны, оккупированной, убивает людей. И никто об этом ничего не рассказывает. Никто, и самое главное, от чего отвлекли внимание, вот от этого вброса, где он там говорит про убийство там Каримову, там еще кому-то там угрожает. Что если это подтвердится, что объявят кровную месть. А самое главное, что он сказал, что всех чеченцев, которых теперь они, любого, кого захотят, забреют в штрафные батальоны, штрафбаты. Вот об этом почему-то все промолчали дружно. Что вот он сказал, сам это, все. Об этом никто не говорит. А это угроза для Украины, это угроза в первую очередь для этих людей. Потом они идут
воевать в Украину, и эти люди будут гибнуть. И если он говорит, нужно там, он говорит, кто там дерзкий, смелый, там туда-сюда, там, ну, с характером каких-то выявлять. А это им самые нужные люди, вот чеченцы с характером, которые. Это такой ядерный такой заряд в нашем обществе. Есть такие у нас товарищи. Вот им очень нужны такие люди. Потому что он и в огонь войдет, и стену пробьет, и такие есть. И вот они из таких хотят собирать группы и бросать в Украину. Они будут драться. Я вас уверяю, чтобы их родителей, отцов, братьев не забрали на войну. Украина их не принимает. Украина, если кто им сдается, любезно передает России. Украина и Россия вместе борются за то, чтобы никто не переходил на сторону Украины. Это я вам официально говорю. Неоднократно это уже было. Представители украинской стороны и Россия вместе борются за то, чтобы ряды в ЧВК «Вагнер» были мощными, ряды вот этих чеченоговорящих тоже были такими мощными, сплоченными и так далее. И вот «Хочу жить» программа СБУ, 100% это СБУ этим занимается, она делает так, чтобы у ЗСУ были проблемы, чтобы ЗСУ погибли. Понимаете? Потому что туда придут люди, потому что знают, что если придешь в Украину, тебя отдадут России. А что ему тогда возвращаться? Его потом опять штрафбат, может, просто расстреляют, еще унижен будет. Да, лучше на этой стороне я буду воевать. Вот он, что он скажет. К смерти мы относимся философски, да, мы не хотим, чтобы из-за нас гибли наши братья, сестры, наши родители, но к своей смерти, ну, Аллах дал, Аллах забрал. Вот у чеченцев такое отношение к смерти. Это, в принципе, не потому, что мы такие бесстрашные, а потому, что так на протяжении 3-4 веков Россия нас ставила такие условия, что ну, выжить это было ну, легче умереть, чем выживать и мириться с этой несправедливостью. Как-то так. Так, давайте дальше. Уважаю вас, спасибо, Томас. Так, Астам, призываю всех участвовать в лотерее грин-карты. И я призываю это, я присоединяюсь. Так, верно, брат, Кадыров и Путин вороны смерти, а ворону глаз не выклюет. Совершенно верно, Владимир, совершенно верно. Так, я думаю, что Кадыров объявлял кровную месть Путину. Нет, какой Путин он объявляет кровную своему отцу родному, да? Так, Кадыров хочет пожертвовать молодыми простыми чеченцами для Путина, а весь мир промолчал об этом. Промолчал, промолчит и даже будет помогать. Мы видим на наших глазах, я это еще и еще раз говорю, услышьте меня. Еще раз говорю, что Украина способствует тому, чтобы против ЗСУ были мотивированные люди. Вот СБУ или кто там, программа «Хочу жить», вот этими блогерами экзотическими, вот этими пропагандистами Золкиным и Карпенко занимаются. Вот посмотрите кто. Вот эти люди за то, чтобы ЗСУ, против них стояли люди, которые не сдаются в плен. Понимаете? 2,5 года украинская программа «Хочу жить» занималась тем, чтобы чеченцы, вагнеровцы, дагестанцы, другие третьи не сдавались в плен. Вот они добивались этого. На наших глазах мы это фиксировали, мы это говорили об этом. Они продолжают это же делать. Продолжают. Чем больше погибнет людей, тем, видимо, лучше. А для Путина лучше, ну и для КГБ УССР тоже, видимо, это хорошо. Ну, хорошо, учтем-с. За 25 лет Чечения вырастили новое поколение чеченцев. За путинца. Это благодаря мировому сообществу. Ну, тиктокеры не вырастили там поколение чеченцев. Это неправда. Я с этим не соглашусь. Есть люди, которые оказали силу, вынужденные обстоятельств оказались. Есть, которые служат, но они не вырастили поколение. Поколение, оно наше.
Поколение, оно осталось, каким было чеченским, таким оно осталось. Любого молодого чеченца возьмите, он знает, кто такой Шамиль Басаев, кто такой Джахар Дудаев и так далее. Да, никто не будет публично это говорить. И если ваша семья, там, ваш папа, дядя, кто-то работает на них, он тем более не будет говорить. Но у всех внутри все сидит и все знает. Поэтому не вырастили. Но в силу обстоятельств, что негде идти служить, вот тогда митинг они проводили в Грозном, во время оккупированном Грозном, прошлом, ныне городе Джахаре. Когда они проводили митинг, и они кричат «Кадыров» там, или «Рамзан, Рамзан», что-то такое они кричат. И один какой-то лизоблюд там решил высветиться, засветиться, и «Путин!» крикнул. И все ха-ха-ха смеяться начали. Это очень хорошо характеризует. Очень хорошо. Рамзана Кадырова поддерживают потому, что он объясняет, что Ахмад Кадыров договорился с Путиным, что вот эта орда бешеных, сумасшедших русских вояк, которые пришли на чеченскую землю и творили беспредел полный, абсолютно нечеловеческий, абсолютно жестокий, садистский фашизм, самый настоящий. Если на этой земле когда-то был фашизм, есть, существует, то он бы геноцид, массовое убийство, то это все было в Чеченской республике, творимой русской армией, русским ФСБ, русской милицией, русскими людьми, которые пришли, если их можно людьми назвать, вот которые пришли на нашу землю. И чеченцам объяснили, что вот если вы договоритесь с Путиным, что вот мы скажем лояльны, то вот эти людоеды, русские людоеды, они не будут нас убивать массово. И чеченцы начали играть по этим правилам, согласились. Те, кто замолчали, они замолчали. Вот они согласились на эти правила. Кадыровы, там, Демельхановы, все вот эти убийцы, они служат России заради миллиардов, миллионов там, и так далее, и так далее. Вот. Эти люди хуже, чем те, кто нас убивали. Вот эти предатели чеченского народа, они хуже тем вот эти вот, которых я сейчас описал вам, фашистов, убийц, людоедов. Вот они хуже этих, они служат этим. Они такие же, как они, или же хуже, чем они. А по большей части чеченцы просто замолчали. Потому что другого выбора нам не оставили. И сейчас все удивляются, когда я какие-то вещи говорю, как будто фантастику какую-то говорю. Не может такого. В первый раз такое слышу. Вот здесь один парень есть с Украины, с еврейскими корнями. Он, первый раз когда я его увидел, на нем или на его сыне была майка с Путиным. Он сам с еврейскими корнями, с Украины. И его сын ходил на тренировки вместе с моими детьми. И там я увидел, и я удивился. Я говорю, чего ты одел эту майку на него? Он говорит, а что? Я говорю, это же убийца наш. Он говорит, а Кадыровы там, это, третье, десятое. Я говорю, Кадыровы, предатели. Он говорит, я в первый раз от тебя это слышу. Он с чеченцами общается, разговаривает, там, третье, десятое. Но ему чеченцы этого не говорят. Это я такой ему попался и прямо ему высказал. Больше он майку не одевал Путина, но факт сам налицо, что человек, украинец с еврейскими корнями, топил за Путина и думал, что Кадыровы это все, кто любит, все чеченцы любят Кадыровых там и так далее. Это все пропаганда, это все ложь. Это все пропаганда. Как-то так, друзья, как-то так. Так. Геннадий, я на этих экзотических пропагандистов, которых вы тут возвели в ранге, у вас там больше говорить не буду. Я про этих много сказал. Я не хочу ссориться с украинским народом. Я слишком много души и сил вложил в Украину, украинский народ, чтобы вот из-за каких-то пропагандистов экзотических, которые работают на то, чтобы разобщить чеченцев с украинским, чеченские народы разобщить,
я в этом не хочу участвовать. Хотя я вынужден некоторые вещи говорить, но это не относится к украинцам, которые защищают свою страну, которые не относятся к нам плохо. Это не относится к тем, кто Украине в целом, потому что Украина это та страна, которая признала нашу страну оккупированной и совершенный геноцид в отношении чеченского народа. Это для нас колоссальная помощь, поддержка. Я с большим уважением отношусь к украинскому народу. Без преувеличения. Я очень много... Украинцы не знают многие, что я для них делал, как я боролся за ваши права, и когда я еще жил в России, и когда еще не началась даже война, я знал об этом, я писал не так, как сейчас я это делаю, но все равно пытался доносить информацию. С большим уважением отношусь к украинскому народу. Когда я одел украинскую вышиванку и сфотографировался, те, кого вы сейчас туда в Украину все приглашаете, и их вокруг них, они все меня подвергали остракизму. Когда я говорил «дякую», они смеялись надо мной, они пренебрежительно везде, это какой-то там безбородый, там женоподобный хохол, который там дякует, там мякует, там третье, десятое. Потом, когда началось широкомасштабное вторжение, вот эти все, кто меня хаил, кто смеялся над то, что я поддерживаю Украину, гимн Украины читаю, тоже с моим слухом очень плохо, кстати, но от души. И с этого тоже смеялись постоянно. Они все оказались в Украине. Они в Украине, об Украине, приглашают, общаются там. Супер просто. Поэтому трудно это все видеть, трудно, когда тебя не понимают, когда из друга, из тебя, просто из-за того, что СБУ или какие-нибудь там КГБшные агенты возводят на тебя ложь, на весь твой народ возводят ложь, на весь твой народ, потому что нельзя украинцам, чеченцам дать помириться, жить в дружбе, в братстве, потому что мы одинаково знаем, что такое империя. А это самое страшное до этой империи, что объединятся люди разных религий, национальностей, и которые будут понимать, что их враг это империя, русская империя. К большому сожалению, такие вот вещи происходят. Но я буду пытаться держать себя в руках. Конечно же, что бы я ни сказал, не будет касаться никогда украинских воинов, украинских девушек, парней, которые сражаются, любят свою страну, защищают свою страну. Ни в коем случае. Но вот это КГБшно, она меня вынуждает некоторые вещи говорить, и я буду их говорить. Я абсолютно независимый. Все, что я говорю, не относится к мнению нашего президиума. У нас расходятся позиции по многим, не многим, конечно, по основным я полностью поддерживаю. Я признаю ее своей властью. Вот этот президиум правительства Чеченской Республики в лице Аллы Дудаевой, Аяда Эдигов. Это единственные, честные, принципиально стоящие на позиции свободы и независимости нашего народа люди, которых я нашел в чеченском обществе, которые я искал. Как вы видите, я не ограничиваю себя какими-то дипломатическими, какими-то там завуалированными какими-то там вещами. Я говорю, как есть, прямо. И я искал чеченцев, кому я могу примкнуть. Я нашел людей. И при этом я не знаю, что я им подчиняюсь. Я независим. Мое мнение, они не разделяют некоторые мои вещи. Это их право, как и мое право не разделять чье-либо вообще на этой земле мнение. Но это я признаю их как свою власть. И все, на этом заканчивается. Мы общаемся, я их уважаю, безмерно уважаю. Аллу Дудаеву безмерно уважаю, Аяда Эдигова. Но это органы власти, а я независимый человек. Поэтому моя позиция касается СБУ, там, я не знаю, каких-то пропагандистов, еще чего-то. Это сугубо лично моя позиция. Недовольны, подавайте в суд. Судитесь. За все это время русские ни разу на меня суд не подали. Я думаю, у украинцев тоже не будет повода на меня подавать. Но если я имею в виду вообще только на меня, я несу лично за все ответственность. На этом я свой стрим заканчиваю. Друзья, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Спасибо большое.
Я думаю, завтра у меня не будет стрима с Аядом Идиговым. Я не знаю, как получится. Я ему еще не сообщал об этом, но я ему сообщу. И тогда, может быть, до понедельника или, может быть, до воскресенья. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Израиль. Хай. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикюэль Машуаль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.